Друзья, всем привет! Вы смотрите Найза Дай подкаст в золотом составе. Нурбек Карабала, глава лиги Найза. Ассаламу алейкум. Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Дидас Сарбас подкаст. Салам алейкум всем. Ты сказал Дидас? Дидар, Адидас. Сарбас. Мне показалось, что Дидас. Не, Адидас, Там Сарбас. сразу Адидас? Сарбас приходило. Дида, Сарбас. Адидас. Да, друзья, меня И зовут Михаил Михаил. Краймер, Майкл. вестник ММА. Сула, ты, кстати, по поводу Майкла, мне уже люди говорят, подходят и говорят, почему ты, типа, обижаешься, когда тебя называют Михаил? Сула всем зачем-то рассказывает, что я требую, чтобы меня называли Майкл. Вообще, уже реально люди просто, которые, знаешь, никак, не знаю, с Сулой даже не связаны, они удивляются, что, типа, меня надо звать Майкл, потому что Сула это придумал, зачем-то распространяет такую информацию. Я подхожу, говорю, Миша, на самом деле, он просто, у него настоящее имя Майкл. Он немножко обижается, как бы, он думает, что мы не можем выговорить Майкл. И он, Миша, короче, нормально называйте его Майкл. Потом Джордан пойдет. Не, типа уже, Майкл люди, Джордан. уже люди, которые просто, знаешь, ну не знают ни меня, ни Сулу. Эти люди говорят им, те говорят следующим. Просто люди, дорогие друзья, меня зовут Михаил, можно Миша. Можно Майкл для Сулы, но для всех остальных давайте Миша и Михаил, так как меня зовут. На самом деле. У нас Мишаня. много... Как? Мишаня. Мишаня. Раньше песня была «Дядя Миша». Не слышал? В детстве. А дальше какие слова? Что-то какая-то там «Дядя Миша», туда-сюда. Что-то про дядю Мишу, короче. Нет, наверное, обязательно послушаю. Дядя Майкл. Дядя Миша туда-сюда. У нас много интересных тем, плюс большое количество наших звездных бойцов подерутся тоже в больших каких-то звездных боях. Почему-то не в Лиге Найза, тоже сегодня хочется это все обсудить. Кто подерется? Во-первых, Фаниль Рафиков. Ну, по боксу же. Ну, какая разница, все равно, у нас же должен драться. По боксу? Ну, Да нет, такой крутой вечер. Камиль Гаджиев пообещал очень хороший гонорар. Почему бы нет? Во-первых, февраль месяц именно по ММА это не Фанилия месяц у нас. У нас там своя история. Просто где дерется Фанилия, я думаю, что было бы, наверное, незаслуженно несправедливо в отношении там других ребят, потому что мы хотим раскачать бой между Абулкасымом и Бижаном. Кстати, крутой бой. Я прям сам в ожидании. Самый легкий вес. Эти ребята, кто-то из них, вот представляешь, они начали свою карьеру 2 или 1,5 года назад, да? Уже там у Абулкасыма, насколько я помню, 4 поединка. Первый раз я о нем говорил в Узбекистане, да? Вика, помнишь? Я говорил, похож на Асу, крепкий парень и так далее. А про этого, как его? Про Бижана мы его в Ахтау увидели первый раз, да, там он вышел, я помню, в футболке Fight Nights, там что-то кричал, рычал, хороший бой провел, там с казахом, кажется, дрался, да? Хороший поединок у него был, и оба обратили на себя внимание. Время прошло, они уже на претитульнике. И, допустим, я Абулкасым показал, что он умеет держать удар, что он умеет держать дистанцию, что он умеет там, ну, не знаю, харизматично драться, что-то делать, там, выходить. И Бижан показал о себе, хотя у него 2 поединка, но при этом, при всем, оба яркие. все-таки Фаниль Рафиков против Ахмеда Алиева, это крутой бой был бы и в там, рамках, да, в клетке Лиги Найза, особенно в Павлодаре, где еще Найза же не была, а по сути это как раз такая домашняя арена Фаниля. На это можно смотреть как на прелюдию, знаешь, чего? У нас же с Камилем Fight Nights'ом у нас бывают такие объединенные пояса, кстати, Камиль чемпион, Фаниль чемпион этого пояса, да, победитель этого пояса. И, допустим, сейчас по боксу, как поединок пройдет, посмотрим. Но бокс это бокс. У обоих профессиональный вид спорта это на сегодняшний день ММА. Я думаю, при любом раскладе они захотят по ММА подраться. И это будет интересно, я думаю. А то, что не обидно, в Павлодаре все-таки они первые заходят, а по сути же, ну, на Фаниле точно там придут. Вот придут ли 2 раза, непонятно, но 1 раз точно придут. Ну, придут на Найзу по любасику. Я думаю, если это будет Павлодаре, на Фаниле, наверное, каждые 3 месяца будет приходить без проблем, в любом случае. Потому что он, Фаниль, не только сегодня павлодарская звезда, он всея Казахстана, уже популярный боец. Сула, что ты знаешь про Ахмеда Алиева? Вообще первый раз слушаю. Ну вот, если честно, реально, даже когда Камиль мне сказал про Ахмеда Алиева, я почему-то не сразу узнал его. Честно скажу, не сразу это? узнал. Он чемпион Чемпион Fight Fight Nights. Nights. Не, на самом деле крепкий Ну, вообще, парень. за Fight Nights следили только тогда, когда реально следили, когда там Жако был. Но он тогда там был Вот чемпионом. тогда... Тогда был чемпион, да? Да, тогда тоже он был чемпионом, потом он ушел в PFL, там дрался, и потом вот сейчас вернулся, победил Сарнавска, опять стал Он в чемпионом. ACA не дрался, Ахмед Алиев? В ACA нет. Он стал популярный, когда с Брандау была история «Ты моя будешь секретарша».
Он дрался с Брандау, да? Да. Брандау его затянул, да? Нет, он проиграл. Брандау победил Мачаева. Брандау ушел с клетки, да? Да, он не убежал. додрался с ним, Да. А, все, вспомнил. Теперь я вспомнил, кто такой. Я помню, там первый или второй раунд был, и он встал и ушел с клетки, что-то начал проигрывать он этому Алиеву. Все, я вспомнил. А как он в PFL выступал? Хорошо? PFL, и хорошо, и не очень. Он в итоге Лойку Раджабу, по-моему, проиграл в, по-моему, четвертьфинале PFL. Гран-при. Да. И победы тоже были. В принципе, очень хороший ударник. Но именно у него ноги. Он ушу-сундаист. У него ноги летают, он вертушки бьет, всякие такие. Вот. Хороший ударник. То есть руки у него, наверное, хуже, чем ноги, но в любом случае прям такое конкурентное получается противостояние. Хорошее, да, чемпион против чемпиона. Я считаю, что Камиль очень все правильно сделал. Там был выбор, и достаточно такой выбор. Рассматривали и Дамира Исмагулова, рассматривали и Марифа Пираева, рассматривали и Перса Хебати. И вот остановились на Ахмед Алиеве. Я считаю, что это очень хороший выбор. С точки зрения, знаешь, противостояния, типа чемпион Fight Nights, чемпион Найзы, оба бывших, и еще этот чемпион объединенного пояса. А Ахмед Алиев сейчас действующий чемпион Fight Night. Действующий, да. Повзрослее, да, кажется? Да, по-моему, на пару 34, лет. да? На пару лет взрослее. У них будет 6 раундов, да? Я бы посмотрел это поединок. 6 раундов, 6 да. раундов. Я был там, как сказать, не знаю, как будто бы менеджером Фанили, да, разговаривал, переговоры вел. С Камилем всегда просто переговоры вести. Конкретика есть, точность есть и своевременность есть. Это в этом плане проблем нет. Я с Фанилем общался позавчера, и он сказал, что по гонорару не обидели, все нормально. Он говорит, но в начале, по поводу менеджерской твоей работы, он говорит, в начале, говорит, просто хотели чуть ли не за бесплатно его поставить туда, но потом, говорит, все договорились. Ему сказали, типа, ты же с Павлодара просто. Нет, за бесплатно точно нет, просто, наверное, какой-то определенный там... Естественно, это работа матчмейкеров какая? Взять хороший бой за очень дешево, это однозначно. Мы-то это все понимаем, но Камиль, он же понимает, что главный бой вечера, крутой пацан, вообще проблем нет. Сула летим. Куда, в Павлодар? А когда? Февраль. 28-й, что ли? Конец февраля. Да. Почему бы и нет? Хорошая самая. А Оля, когда Фаниль ваш Кустанай, друг? когда? Конец февраля. Какого числа? Это примерно, знаешь, с первого наш турнир будет, потом этого. Это, в смысле, с недельным перерывом, да, разница? Что-то такое-то там. 22-го, кажется, да, будет Fight Nights? Можно? Почему бы нет? Или Павлодар. наоборот, раньше. Нет, вроде 20-х числах. Нет, наш 22-го, а тот 26-го. Кажется так. Просто 26-е это среда. Или 27-е. Летим все вместе, да? Я думаю, проблем нет, да, надо слетать. Посмотрим, За Фанили поболеть. как выступит. Второй наш боец, наша звезда, Инсайд. Пока не стопроцентный, но, скорее всего, Жуман Жумагулов подерется с Расулом Мирзаевым. Жуман Жумагулов кто такой? Жуман Жумабеков. Жумабеков, прошу прощения. Жуман Жумабеков подерется с Расулом Мирзаевым. Бокс? Да. По боксу. Сейчас по боксу, видишь, интересно стало, да? Боксовая моя перчатка. И за счет... А в какой интереснее за счет лиге? ММАщиков становится. На мат. Намат сделал анонс, что Жуман против Расула. И не говорят фамилию, кто это. И сейчас все гадают, но, возможно, это Расул Мирзаев будет. Тоже в натуре. Интригу нашли. Вот они просто сделали Жуман, не сказали какой, поэтому я сказал с самого начала Жумагулов. Да. Интрига. А Жуман-то у нас один вообще. Да. Жако есть два. То есть Жумагуловых несколько. Короче, Жуман против Расула Мирзаева — это реально крутая вывеска, мне кажется. Если Расул Мирзаев, да? Да, Да. если. Да, последний раз я видел бой Армана Успанова с... Вместе же, помнишь? Алматы-Арена. Вот это было, конечно. Вот это была вывеска. Напряжение, да. Вот это напряжение. была вывеска. Ё, втроем же дома сидели. Еще когда Это был мой первый приезд в Алматы, кстати. Да. Арман прям с разворота. Я тогда первый раз в Казахстане Страшно увидел. было тогда, Я тогда страшно. первый раз в Казахстане увидел, когда на тело нанесли этот, как его, хной, Рекламу? рекламную да, интеграцию. На спине, кажется, да? Да. Ну и на груди. Дракон, да, что-то да, Не, там, энергетик. на спине Да, у да, него что-то такое было. Энергетик, да.
Офигеть. Я помню, офигеть. даже он потек, когда тут упал, что-то такое, короче. А сколько он до этого здесь ходил? Я в Казахстане езжу, не проигрываю. Ой, родной, кто Ну, там? знаешь, Ержан родной, Анау Знаешь, вот родной. при всем хейте вокруг Расула Мирзаева, который присутствует, да, он мне всегда нравился в плане, знаешь, как бы, вот он рисковал всегда, говорил, и, наверное, за счет него и поединок был интересен. Допустим, потому что Арман же не только с ним дрался, он с многими ребятами дрался. Но Расул Мирзаев был интересен, потому что он говорун. Не, Расул Мирзаев, братан, он был интересен тем, то, что он Ержана Исламова 2 раза избил. Победил к этому моменту. Мгм. Он 2 раза Ержана Исламова, короче, победил. То есть они типа с одного же клуба, это Алаш Прайд был. Вот Расул Мирзаев именно поэтому. И когда он 2-й раз его победил, вот эта делюга, короче, началась, короче. Вот кто сможет его, Какой короче, год это убить. был? По-моему, 19-й. Нет, ты что? Нет? Нет, ты про кого? Про Истанова или про... Да, Истанов. я Истав, думал, это Мирзаев 15-й год. 14-15. 14-15 Просто год. я, смотри, почему я спрашиваю. В 2010 году мы с Расулом Мирзаевым вместе дрались на чемпионате мира. Он 71 килограмм дрался в Польше, я в 90 по панкратиону. Это первый раз чемпионат мира по панкратиону проходил, который в UFC входит. Извини, пожалуйста. Вот потом это он дал интервью. Помнишь? Когда он говорит, а они, казахи, короче, сказали, что они негостеприимный народ. Меня вообще не встретили нормально. Что-то короче, то все. Ты же понимаешь, если они встречают, они должны нормально встретить. А казахи встретили негостеприимно. И он эту тему жестко поднял. Мне кажется, конфликт начался. Когда его там бутылки начали в него кидать. Нет. Там была такая тема, что Расул Мирзаев, он на второй бой, на реванш, 2 раза был, да? Да. На реванш он не состоялся 1 раз, помнишь, да? Что-то было такое, что потом он говорил, что Не состоялся с Османовым. мне не отправили контракт. Он сказал, то, что я вообще, говорит, не понимаю. Я эту тему уже поднимал конкретно. Вот помнишь, мне что, когда на наш БС, конечно, на Тане выходил? Да. Я Каскарауа, короче, себе тянул, короче, там раз, И он, короче, дает интервью, говорит, мне вообще, говорит, этот Алаш Прайд, он говорит, то, что есть, они за счет меня, говорит, только поднялись. Кто такой, говорит, был Алаш Прайд? Их никто не знал, никто нет. Они за счет меня, говорит, имя сделали. И потом они говорят, что я буду с Арманом Оспановым драться, а я вообще понять не имею, ничего не звали, я вообще не в курсе. Контракт не было. Да, это они, короче, у них серия турниров была Казах Батырлара. Да, я же потом Даняра подтянул в студию. Да. Что-то говорили, типа. И он вот эта тема, он жестко настроил против себя, очень сильно настроил. Потом и как Камиль приехал сюда. Камиль вмешивался, я помню. Камил, я думаю, он дипломатично, короче, вот так вот, типа вот, ничего плохого от него не было. Он наоборот, дипломатично, короче, там, вот так вот, короче, как-то раз. Нет, по верхам вопрос не в этом. слегка сетовался. А потом, поэтому все же ждали, когда придет сюда, и Арман ему там, в 2 местах челюсть сломал. И я сделал выпуск, говорю, Расул Мирзаев, давай, до свидания. Как раз эта песня, короче, начала этого. Слишком много слов он сказал, слишком много. Я его увидел после чемпионата мира, мы поехали. В этом мире, кстати, Корешков дрался, чемпионом мира стал, Расул Мирзаев дрался, чемпионом мира стал, насколько я помню. И мы в итоге в 2010 году вместе встретились в Пекине, на всемирных играх единоборств. По гимнастике. Нет, по панкратиону. Кому По звоните? Расул звонит, он услышал. Это все есть, ребята, видео, то есть. Это Расул, это скажите. Никакие. Да. Что вот пускай откроют, посмотрят, я там говорю. Посмотри. Продолжай, брат. Да, бой классный. Что было в эту субботу? Были какие-то UFC? Да, UFC был. Что был было? UFC Fight Nights, первый турнир в этом году, Серьезно? 2025. А я думал, первый это Махачева бой. Нет, Это был номерной будет. был Fight Nights. Это же Это был в Fight Nights. Апексе прошел, да. Да, ну из такого интересного вот Роман Копылов, он вырубил на последних секундах Жестко Кертиса, да. Причем, на самом деле, к остановке есть вопросы, но в любом случае было круто. Мне кажется, нормально. А вот как вам по решению, то есть по поединку кто вел? Там такой напряженный Ну, первый бой был. раунд точно, у всех судей тоже так. Первый раунд А с Копылов. кем дрался Копылов? Крис Кертис, это спарринг-партнер Стрикленда. Такой маленький, да, афроамериканец такой. Хороший боец. Но он уже возрастной, то есть ему 38, по-моему, лет. Ну, Бакли побеждал. Ну, да. Копылов Тигр. Ну, только это было, типа, там, 3 или 4 года назад, по-моему. Ну, факт. Не, Знаешь, он, да? в принципе, крепкий, да, он хороший боец, был в свое время тоже в топ-15. Вот.
Ты говорил, первый раунд точно Копылову отдали, второй... Второй Кертису отдали, а третий, ну, вообще за Ромой Типа, был. если бы даже там не была бы остановка, за счет нокдауна Да, Копылов забрал бы, да? Ну да. Ну, Копылов вообще хороший боец, блин, мне нравится. Хорош. Ты знаешь, что его Ужас Абзалиев выиграл? Да? А, в этом, да? По рукопашке. По рукопашке. Да, 2 раза. То он его, то он его. Я был на бой Копылов-Дураев. Блин, все тогда Шикарный поединок. Копылову шанса не оставляли. Нос и сломали. Не, ну он же проиграл же. по Он факту. проиграл, но как проиграл? Да, да. Ему, кажется, нос сломали, да? Мгм. Копылову, да? Он в нокдаун Дураева отправил. Да, или он Дураеву нос сломал. Ну, там, короче, кровь была нереальная. Нет, там Дураев на нем сверху сидел, так бил, и в этот момент Да. нос ему сломал. На самом деле вот Копылов очень хороший боец, но нестабильный. То есть иногда он выдает прям что-то такое нереальное, особенно вот его удары ногами, очень крутые кики, а иногда довольно-таки серые бои Мне получаются. и, в кажется, принципе, русский и кавказец — это самое крутое противостояние. Всегда. И даже на UFC это замутили, если так посудить. Когда они выходили... Не, я сейчас не с точки зрения конфликта говорю, а вот с точки зрения интересно, да, славянин и там кавказец дерется. Так же, как и мы там смотрим иногда, там, казах там с кем-то. Да. Когда бой был, перед боем у них выходы были. И Копылов, насколько я помню, поставил песню такую славянскую на выход. И такой выход прям, у него прям такой динамичный, красивый, выходят все такие на старте, газуют. Он выходит, потом Дураев. У Дураева, он чечен, да? У него, кажется, что-то такое, кавказская была песня прям тоже. И прям, знаешь, как бы вот прям перед боем такой прям энергию дает. Эти два трека энергию давали. Кстати, помнишь последний раз, когда Шавхат дрался, да? Вышел этот Волков. Мгм. Под какую песню, помнишь, да? Я, кстати, не помню. Катюш. А, под Катюшу, да. вышел, окей. Они заремиксовали Катюшу и поставили ее там в Америке, представляешь? Не, а Волков, Я в шоке был. Волков, в принципе, всегда очень прикольно. И Не, над молодец. выходами работает, и над Не, своим Волков образом. вообще на своим образом, на своим Не, личным они- брендом классно Они работает. ее поменяли жестко, Катюшу. Вот так не поймешь, что это Катюша. Но если слушаться, это песня про Катюшу. Просто вот что нравится у Волкова, первый бой, когда с кем он дрался, не помню. С этим Павловичем. Мгм. Ему там вот этот прикол с Расческой. расческой. Второй бой, я думал, опять будет расческа, а он взял себе вот эти дреды, сделал, косички, и он прям всегда запоминается. Сейчас еще Молодец. английский Там, подучил. наверное, какой-то это, Смотрели этот? менеджер. Плюшки, как он ходил к этому? Не, Богдан. плюшки не смотрел. Ну, это Богдан один из лю- первых был выпусков Плюшки. Посмотри, вообще жесть. Вообще Про кого? жесть. Про Волкова. Волков к нему приходил, короче, там вообще приколы вообще жесткие. Про Он говорит, Волкова. что Реалити говорит? же был раньше. Как Он же же он участник там, реалити. там прикол, короче, был, типа, мол, Волков. там, Да. М1 Файтер, в смысле? типа, Да, а изначально, что, правду когда говорит, там, М1 типа, я его оттуда проиграл, узнал. или там тебя могут Кто-то избить. скромный такой Он студент, говорит, знаешь, кто наподобие нашего это, этого. сука, говорит? Ужасно. Типа студент, боец-ботаник, короче. Он Ну, такой, это правда, он же реально Он образованный парень, очень Кстати, у интеллектуальный. меня друг есть, у него здесь свой зал, как? Fit Revolution. Бля, чуть не забыл. Fit Revolution. отпуск влияет, так все залы забываешь. Ладно, Fit я Revolution, сказал кстати, Жуман сегодня Жумагулов, утром- так что ничего сегодня страшного. Утром там тренировался. И он хочет на бой выйти. Ему 40, мой ровесник, 40 лет. В ММА? Да? Вы не видели рекламу? У меня там на странице выходила. Где он с двумя девчонками стоит вот так. Еще не видел. Да, вот посмотри на это. Пусть так на бой Вика, выйдет. наверное, смотрела, да? Обратила внимание, да? И вот этот парень, я смотрю, он начал подготовку. И достаточно неплохо. Я имею в виду, что как бы такой кейс. И я как бы он у меня спрашивал и говорил, типа, ну, прозвище какое мне взять? Я говорю, давай тебе поставим прозвище «Боевой ботаник». Он потому что Болошаховец, короче, КМЭП заканчивал. Но он в там, очках хотя бы? Да, где-то там в Лондоне. Не, он в очках? Нет, ну очки Тогда наденет. Для образа можно? Прикольно будет. Ну, да. неплохо он там работает по лапам, я смотрю. Ну, как бы в форму входит потихоньку. Хочет подраться, короче, посмотрим. Знаешь, такой кейс. Надо из Индии соперника. Э, Ну, вот последний, который с Индией дрался, как его звали? Даже не помню. Тоже не как вспомню. зовут. Просто с Индии С любой. таким соперником. Любой мужик с Индии. С таким соперником тяжело будет. Можно, драться. кстати, не с индусом, а с его соперником тогда можно. Тоже такой неплохой бой был бы. Дамира Манджела? Да. Ты имя забыл или что? Нет, я просто так, что типа... ты про бокс, что ли? Да, да. Тоже по боксу там тоже можно. Дамира Манджол. Дамира Манджол, наверное, драться больше не будет. Ну, с боевым ботаником. За бизнес. Нет, тот боевой ботаник получше дерется. Тот намного. боевой. Тот реальный ботаник боевой.
Я с ним спарринговал, нормально. И руки хорошие, и борьба в теме. А, у него, получается, и база есть, да? Не, база есть, он и ММА тренировался с детства, он в Лактау залы открывал, короче, такой. На улице там нет-нет, дрался там, я помню. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видео-контента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Сула, с кем ты переписываешься? С Мирзаевым. Со звукачами. Сула, твое мнение очень важно сейчас будет. Еще По один поводу- бой, который был. Это бой Виктории Дудаковой и скандал вокруг него. Может ли... Мне кажется, у Спортсмен. них там прям Любовь. жесткая love story. Прям жесткая. А чё она на его ударила? эмоциях. Якобы он не Она выходил, не сказала, ну не поддерживал. якобы, она сказала, что когда она Стоп, лежала... давай вспомним. Я, к сожалению, извиняюсь, но хорошо, когда есть человек, который не смотрел, а вы трое смотрели. Также я у вас узнаю информацию. Ну, в принципе, на этом и Я не строится. смотрел, но Да, я видел в принципе, этот момент. Да, в принципе, на этом и строится наш, как говорится, подкаст. Кто-то не видит, а кто-то смотрел. Сула не смотрит, но показывает. Да, Как такое теперь возможно? теперь смотри, брат. Кстати, вот хочу сейчас... Да, я тоже, кстати, вот это. Тоже время, да? Конечно, Да? да. Время? Смотрите, история сейчас будет жесткая. Ее надо как-то скрасить А где, ярким вкусом. Вот, блин. а где Лучше, все ты же ж говорил, потеряли. 15 лет маркетолога. крем там, для рук где? В салфетке есть, а крема для рук нету. Кушай вот этот, Не, Маша. это для еды, Сула, это для еды. Точно, да? Что-то нету крема для рук. Хотя вообще? Виктория, Братан, шучу. смотри, Тудакова. Это кто такая? Боец ММА. Не, стоп, подожди. Не с того начал. Была одна девчонка, которая жила в Атрау, потом переехала в Астрахань. Мария Это не она? Гапова? А, Нет. Она подписалась в UFC. С России девчонка, но она раньше жила в Казахстане. Это не она? я понял, о ком ты говоришь. Это не она? Но, по-моему, не Нет, Зактал была, по-моему, она нет. как Она в прошлый раз, когда там дралась, материлась, потом был прикол такой. Это не Нет, она? это ты про Ирину Алексееву говоришь. Алексеева, да. У нее тренер такой. Да. Это Ирина Алексеева. Это не она, короче, да? Тудакова. Дудакова из Волгоградской области девушка. Вот. По любителям очень хорошо выступала. Потом пошла на шоу Dana White Contender Series. Ну, вот набила себе рекорд, стала, по-моему, чемпионкой Open FC. После этого попала на шоу Dana White Contender Series. И там с разорванной во время боя разорвала себе, по-моему, с колена, но победила все равно. Получила контракт с UFC, там тоже побеждала. И потом первое поражение получила на турнире сейчас в Абу-Даби. Когда она там жестким фавориткой шла. Да, С да, плитом помню. проиграла там. И сейчас дралась с девочкой, вот, и проиграла ТКО. Ее забили. Вот. Какой армбар? Там ТКО было. Вот. И ее забили, короче, локтями. И когда она, типа, лежала, как бы, ну, в нокдауне, получается, ее забили внизу. Тренер в этот момент не подошел, как бы, получается. Ну, она так, как бы, сказала, не пожалел ее. И за это она ему дала по лицу. Ты даже не подошел, говоришь, да? Да. Ну, там с матами было, не Да, хочется я цитировать. видел этот момент. Да, она говорит, ты даже не Интересный подошел. момент был. Да, но вот мне просто тоже... тренеру очень долго теперь давать не будут, короче. Все. Интервью. Ну, я так думаю. Тренер Это тоже ужасно. нелицеприятно Сула, выразился. это после. Не, мне просто вот другое... Отключите микрофон Сулы, пожалуйста. Я там и так же звуковики сделают тебе. Как в То реалити. есть, то нету. Не, ну а с чего она берет, короче, и бьет своего тренера? То есть это типа тренер. Неужели у них такие отношения, что человек может взять и Ну, ударить? блин, тебе-то какая разница? Ты А чё? мы сейчас что-то здесь делаем? Мы обсуждаем это вообще как бы так, да? Давайте, это же наш мир. Ты должен ее Е- поддержать, если- наоборот. Девчонка проиграла. Тренируйся, типа. Мне просто другое интересно. Вот все-таки, ну, у вас тоже большой уровень насмотренности есть. И... Вот, кстати, насмотренности. Не опыт, а просто насмотренности, говори. И понимание, да, того, как должны функционировать все-таки подопечные с тренерами. Насколько вы считаете вообще, ну вот, с точки зрения отношений тренера и его ученика, такое позволительное, и просто и что там должно после этого случиться? Сплошь и рядом такой, братан. Тихо, он вопрос до конца задай. Ну, я просто, если честно, ты говоришь сплошь рядом, для меня Да. такое впервые, когда, типа, Что за ученик вяза? бьет Олимпийские виды по лицу. спорта возьми, там вообще непонятно, что творится.
Все зависит от отношений. Какие отношения между тренерами? Чё взять эту тяжелую атлетику, там, вот ты чё вообще, братец? Ну, я вообще считаю, что тренер должен обладать достаточным авторитетом, так, чтобы ему по лицу не били, чтобы к нему обращались. Вот мне нравится, когда американские тренера, когда к ним говорят, да, сэр, там, да, тогда у тренера есть авторитет и сказать, или сиди, или иди, так, чтобы боец всегда слушался. Короче, как правило, вот у нас бывает тренер, ну, не всегда же выходит прям тренер-тренер. У всех тренер, особенно в ММА, он там может быть вообще незнакомый. Это не как там, допустим, да, там Баян Агай у Шавхата, да, там, или как Абдулманап Имандолсын у Хабиба. Вот он пришел в команду, салам алейкум, я буду здесь тренироваться, все, и это типа тренер. Это первый кейс. Второй кейс, Сула правильно сказал, возможно, между ними какие-то отношения. Да, Хотя мы этого не знаем, но возможно. Похоже на то, как будто бы там обида, там не обида, туда-сюда. Но ударив мужчину, типа, которого ты называешь тренер, и знать, что он тебе не ответит, это значит, скорее всего, есть какие-то отношения. Потому что, наверное, 80-70% людей могли бы, ну это же тоже бойцы, по-своему. Особенно Уклон, да. апперкот. Нет, даже после пропущенного могли сразу дать этот, как его, в ответку. Мне просто вот интересно, будут ли они дальше вместе двигаться. Да, конечно, будут, возможно. Возможно, будут, возможно, не будут. Я думаю, знаешь что? Это же культура. Вот как человек, ну как. Не, как ну вот бы это плохо. типа же без культуры скорее, да? Ну, вот, Почему без не, почему культуры? это тоже Почему? культура. Ну потому что на камеры бить Культура по в отсутствии лицу. Не, культуры. ну, это моменты, когда там валом много адреналина, абсолютно много. То есть оно захлестывает, эмоции просто захлестывают. Она проиграла, ей стало обидно, что вот любимый, возможно, человек. Ну, я так предполагаю, не просто же они там раз там какой-то, допустим, если что-то такое есть, не просто же. То есть вполне вероятно, есть какие-то чувства. И ей стало немножко, я не запрещаю. возможно, я могу ошибаться, но Даже если Нет, вот потому что так вот, да, ты если бы сказал, нету, если а с нету чего это отношений, забьет? да, каких-то, да, Мгм. определенно близких Да. имеется в виду, может человек вообще так реагировать? Давай у девушек может. спросим. Не, мы же, Ой. мы же не знаем. Вот Вика, ты бы могла бы вот так ударить своего тренера, если бы он не вышел? а вот в каком случае могла бы, то есть, А я бы хотел бы спросить, если бы твой тренер был бы Сула, ударил Могла бы ты ты его? ударить ему, шапаляка дать такого? Ну тогда нужно, Нет, Суле можно. чтобы Вики сделали тикиоты и потом посмотреть. Ты бы дралась с Дидаром, он бы тебя нокаутировал. Тикио. Не-не, я с девушками не дерусь. Я к тому, что... я дерусь. Знаешь, Я борюсь, скажи, да? Сула бы ответил. Я больше к тому, и еще, да, вот аспект такой немаловажный. Гасаналиев дагестанец, и, в принципе, ну, в кавказском Он тренер? обществе... Да, Он тренер? да. А, И в кавказском... Это, кстати, главный тренер как раз в Владимирской, вроде, области... Волгоградской области, прошу прощения, по ММА. серьезно? Да, один из главных тренеров России по Союзу. А, Вот, и я к тому, что все равно, ну да, в кавказском обществе вообще очень... Порицают, да? Да, порицают. Ну, За это сейчас будут ну, очень хейт сильно он хейтить. словит, конечно. Кого будут хейтить больше, Дудакову или тренера? Тренера, Кто как, ну конечно. типа разные люди. Да по-разному. такое Дудакову плевать, кто? она Она ударила, Дудакова ей сделала, и плевать, всё. короче, все, короче, она права, и все, будет идти. Конечно, хейт будет в его сторону. А с другой стороны, это же женщина, что ей отвечать? Да, Ну да, так, по я сути, же говорю, да. ей Не, отвечать плевать 100%, ей я будет. Да, точно не Да, пропагандирую. ну и даже там. если это получилось, ну блин. Ну, мне Бывает. кажется, что тогда, мне кажется, они больше не будут Женщина работать. на эмоциях просто... Там были вот, чувства, наверное, я так предполагаю. Я могу ошибаться, но мне кажется, только под чувствами женщина может так сделать. Не, 100% были какие-то чувства, просто мы не знаем их природу, потому что, во-первых, может быть очень сильное разочарование там от боя, он же там ее готовил, может быть, и говорил, что ты лучше. Не, там. он имеет в виду по чувствам. Не, он я имеет в понял, виду я другое, потому да. что... Прям взаимные конкретно Там мы свечку не конкретно держали. близкие отношения. Не, он имеет в виду, возможно. Да, то есть И ты не говори, что я вероятно. за тебя скажу. Он говорит, Вот. возможно. Просто он, видишь, не всегда понятно объясняется. Чё хочешь? Звука опять нету. Не-не, я видел, куда он посмотрел. Вику. И этот взгляд я знаю, Сулин. Хитрый, похотливый взгляд. Соскучился я по вам, давно меня здесь не было. А где ты был? Я в отпуске Как? отдыхал, круто, круто. Мы просто на самом деле, вот мы втроем ждали, что ты сейчас скажешь, что следующий турнир у нас будет в Бельгии, Париже. ну или в Париже. Да, в Париже можно Совместно сделать. с RSFC. В Париже можно сделать. Следующее реалити сделай где-нибудь. Кстати, Париж, теплых Франция легализовала странах. ММА? Где Да, есть микрофоны, скажи, да? Где есть микрофон? Ты че, блин? Все, давай дальше. Двигаемся дальше, хорошо.
Ну, про UFC что-то еще интересное было. Была Маккензи Дерн в главном бою вечера. Она победила армбаром. Армбаром Армбаром? победил. Армбаром, да? Не тикио. Я знаком с Маккензи. Виктория ждала, когда можно выкрикнуть армбар. А, И в каком раунде? Это же реванш, да, у них был вроде? Да, я, кстати, не помню, по-моему, во втором она победила. Я, кстати, не помню точно раунд. Кто это, уже. про кого? Такая девушка, которую все очень любят Маккензи. ее взвешивание, потому что она очень Маккензи. симпатичная. Да? Ну, она такая Насколько симпатично? слегка... Покажи. Она офигенная, братан. Просто... Ты что, не смотришь мои рилсы? Что-то Маккензи. Да я, знаешь, честно сказать, вот эти выходные отключился просто и все. Отдохнул. Маккензи с такой шикарной улыбкой. Да. Еще Нурулу Алиев тоже одержал победу на UFC. Это неповрежденный боец из Таджикистана. У Ну, него вот стало она где в 10-0. купальнике, покажи. Нурулло Алиев. Я хочу... С Брейва, да? Нет, он вообще до этого Или дрался в Fight Nights. Панкратиончик? Он в Fight Nights дрался. Выиграл. Панкратиончик. Все. Он с Он Панкратиона. похож на Хабиба. Он с Панкратиона. Это инстаграм ее. Это кто? Маккензи Дерн. Маккензи. Маккензи. Она вообще звезда БЖЖ. Ну, нифига себе. У нее отец, да, там черный пояс по И БЖЖ. что, выиграла? Да, да. Да. Ну, она базовый джитсер. Блин, модельная внешность, Она да? офигенная, Как что я они говорю. дерутся, ёлки-палки. У нее единственный удар, когда она немножко страдает. Да. Взрослая, да, она? Ну, Ну, как? замужем, Ну, у нее дети есть. ребенок есть, она Нет. как раз Сколько лет? 30-ка, наверное. Она, кстати, встречается с... Ну, имеется в виду не 22, да? Не 22. У нее ребенку 6 или 7 лет уже. А Она кто по базе? БЖ. БЖЖ. У нее батя черный пояс, очень известный тоже в кругах БЖЖ. Вот тренер. И у нее ее молодой Сколько человек. подписчиков? Что, в Найзу ее? 1,5 миллиона. У нее молодой человек, ну или, я не знаю, гражданский муж, он как раз с Шарой Буллетом дрался, когда вот Шара Буллет, бразилец такой, когда он его в стоячий нокаут, ну, забил его, помните, нет? Нет. Кого? Ну, бразилец вот сейчас тоже будет скоро драться. Шары Буллетом дрался. Все, на последний замену бой. вышел, Да, Последний да, бой. да, да. Ага, Предпоследний. Последний с Арманом Петросяном был. Да. Да. С Арманом Петросяном. Тоже на коротком быстро нашли. Да. И вот и это как раз Сауди, да? парень, типа Маккензи Дерн. А, это он? Вот такая У история. нее тоже проблемы с ударкой. Вот, да, из такого более-менее интересного Нурулу Алиев тоже дрался. Кстати, прикол, в UFC Fight Pass я проспал, включаю, и трансляция началась именно с того момента, когда он уже выиграл бой. И самого боя нету почему-то на UFC Fight Pass. Когда ты проспал, Да. ну просто чуть подожди и загрузь Да, его. да. Там же Чуть А, надо они подождать. не через секунду загружают. У них, в принципе, есть небольшой лаг. Да, да. Я поэтому его загрузка, бы не да. посмотрел. Но вот если бы ты смотрел на платформе, А, там, где, да? смотрит А. Су, там все было бы. Там всё На на мазе. сайте моих Там- друзей Там все на... спорт, там всё- ММА. Ладно, осуждаем, смотрите на Fight Pass. Да, Хабиба кстати. сняли с рейса. Виктория только сейчас Уже узнала везде с моего по всему рилса, да, этому. вы узнали? Не, знаешь, в У чем, меня это в рилсе в есть. чем прикол? Что мне понравилось в этой ситуации? Не знаю, Так, что за ситуация? Давайте, Су- кто что знает, расскажи. Хабиб Супруга- уже прокомментировал, Супруга кстати, если кто обидится, не не видел. обидится. Моей супруге пишет подруга. Говорит, спроси у Нурбека, почему Хабиб летает Эконом-классом. эконом-класс? Ну, ему, скорее всего, Лига купила билет просто, наверное. Да нет, ну как бы Хабиб такой, он может лететь Он даже с эконом-классом. кентами летел. Там вообще, да, они большой компании летели, Да. поэтому, собственно, наверное... И знаете, что сейчас в Инстаграме под последним постом у этой авиакомпании там все их, короче. Там жестко вообще хейтят. сначала перепутали авиакомпанию. Да. Там же сам Хабиб сказал, что, типа, вы не ту авиакомпанию хейтите. Да. Вот, потом уже правильную авиакомпанию стали хейтить. Сам Хабиб прокомментировал, что он... Видел. видел. Ну, короче, он Он считает, не что... понял, типа, да? Нет, он наоборот говорит, я хорошо знаю английский, так что я не думаю, что я в чем-то не понял. Говорит, ко мне сразу подошли с наездом, Мгм. сказали, я пытался объяснить, типа, потом понял, что мне не нужно ругаться, и вот и в итоге согласился. Сейчас их Там жестко как согласился? Я вот расизм немножко не Ну, сейчас. понял. согласился уйти с рейса. Она же вроде ему предложила поменяться, Мгм. либо уходить. Нет, не Она понял. вызвала суперинтенданта, или как это называется? Нет, скорее всего, мест не было уже в самолете. Нет, подожди. там Места же- были, Нет, она может- сказала им поменять, но он Да. сказал, типа, мы за эти, ну, мы хотим здесь сидеть, типа, все вместе. Вот. Я говорю, тогда, говорит, уходите, типа, мол.
встал, да. типа, Иногда ушел. бывает, я тоже сталкиваюсь иногда, знаешь, с такими стюардессами, особенно в эконом-классе. Особенно в эконом-классе, когда летишь. Я только эконом летаю. Не, ну- Сразу говори, тут все в Я- эконом смотри, летают. я в Особенно жизни- в эконом-классе. Вот смотри, я в жизни первый раз за границу полетел. Ну, вру, не первый раз, второй раз. За Полетел- границу за границу полетел, да? полетел бизнес-классом. И то, вы происхождение этих билетов знаете как? Да, выиграли вы. Да, меня пригласили на вечеринку, посвященную там открытию какого-то Мерседес-центра. Я прихожу, прикинь, и самый дорогой приз — это поездка на двоих Алмата-Франкфурт, Франкфурт-Алмата обратно на двоих бизнес-классом. Это в марте прошлого года было. Я супругу пришел, я супругу говорю, сейчас здесь сколько призов главных? Она говорит, 2. Первый, говорит, вот эта путевка, второй, говорит, этот, как его? Мерседес. Нет. Второй Мальдивы. Я говорю, мы сейчас 2 приза выиграем. Теперь бам-бам, разыгрывают, уже Мальдивы ушли. Представляешь? Не, вот насколько, да, даже в моем сторисе, который я выставил недавно его обратно, послушайте, что говорит Юля, жена моя. Мальдивы ушли. Все, последний приз остался, это этот полет Билет. на двоих. Бам, мой жетон выпадает. Я иду, забираю, теперь же я второй Юле пообещал. И этот, который сидит, Мальдивы раздает, ну, в смысле, сертификаты. И он во вкус вошел, он говорит, давай еще одни Мальдивы разыграю. Понял, да? И эти Мальдивы Юля выиграет. Представляешь, на коленке пишет. Ты сидит. можешь мне что-то загадать хорошее? Да, могу. А на коленке пишет, сидит. Но не буду. И как бы написал ручкой и отдал. И вдруг, короче, Юля выходит, такая, она на меня смотрит, ты как знал? Она уже заподозрила, что я, короче, а это же Мулю меня Проплатил. пригласила. Она заподозрила, что, короче, там эти замутили. Я говорю, да нет, это как бы просто такое, как бы... А вас сколько, 3 человека было там? Да. Ты не просили там Нет, в смысле, вот что-то? этот парень, который выиграл Мальдивы, ты и Юля на все мероприятие. Нет, там призов много, но самые дорогие вот эти призы были. Там были какие-то там шубы, не шубы, еще что-то. Машины какие-то. Да. Мерседес. Дома, остров, Не, там давали сертификат, там выигрывали, Рабы. Осуждаю. пароход. там выигрывали сертификаты на 1 000 000 тенге, брат. На 2, на 3 миллиона тенге. Ну, если дом- Почему тогда? Не Просто просили, дом не просили купишь. во Франкфурт отвезти квартиру пакетик покупаешь? к тете? А, квартиру покупаешь, и тебе на 3 миллиона скидка, короче. А квартира стоит там 200-300 миллионов. Ну расскажи нам вот холопам, каково это в бизнес-классе летать. Ой, блин, ну это, конечно, Ты хоть с женой полетел? нет. Правильно. Да, шучу. Правильно. Этот, С парнем, который выиграл Мальдивы поездку. шучу, да. Смотри, ну как человек летишь. Короче, да, мы Нет, поняли, да. что мы... Не как Хабиб, короче. Никогда До не почувствуем. Франкфурта сколько лететь часов? 7-8. Ну, блин, в бизнес-классе 8 часов. Нурбек попросил, можете чуть подольше лететь? Пилота. Да не, я ждал. Можно побыстрее. тормознуть? Я тормозу сушняк возьмем. На дороге где-нибудь тормознем давай. Не, прикольно, бизнес-классом еще у Air Астаны я заметил вот эти самолеты международные, да, они прям, знаешь, вот так кнопку, и вот так ложатся прям, вот так лежишь горизонтально в капсуле и прям спишь. Че, капсула какая-то. Да-да. Офигеть. Век. Она Ты отделяется влог отдельно. снимал? Я не знаю, вы все видели, наверное, да, когда хотя бы проходили в эконом-класс по дороге не видели? Там что не ли? пускают же обычных людей. У нас Ну, даже ты- туалеты нет, отдельно у нет. экономщиков. Ты когда заходишь через этот... Через нас Вру, проходит. я знаешь, чем летал? Я летал через нас. Я летал аэрофлотом в Москву, тогда Камиль Гаджиев купил билеты. Вру, не Камиль Гаджиев, а эти. Мы летали в этот. Урал-ФСИ. Камиль Гаджиев, кстати, тоже бизнес-классом отправил, но там другой самолет был. А когда на Урал-ФСИ летали, тогда я попал на какой-то крутой самолет. Вот первый раз в жизни я увидел такой самолет, когда заходишь, слева бизнес, справа какой-то первый класс, и за ним эконом-класс. И когда я зашел там в бизнес, там вот такая комната, знаешь, вот от этой стены до вот этой камеры, и вот так она в длину где-то метров, 6, и стоят 6 стульев. 6 кресел. И вот это вот бизнес-класс. Все, кто летят в бизнес-класс, представляешь? Эти кресла ложатся. Вагон-ресторан. Да, вагон-ресторан. Ложатся, там, крутятся. Я первый раз такой самолет увидел. Крутой самолет. Это компания Аэрофлот была. Он большой нереально был. Самое клевое, чем я летал, это как раз я летал в Алматы тоже. Хабиб, когда была пандемия, он взял типа целый чартер и под всех бойцов, типа журналистов, там блогеров, под всех его снял. И с нами тоже летел, Забит с нами летел.
И вот самый А что лучший было в чемпион. Алмате? Игл? Ну, я думаю, это, скорее всего, здесь ребята местные сняли чартер. Я даже примерно, ну, не примерно, а знаю, кто это сделал. И всех привезли одним А, рейсом. я же, блин, кстати, подожди. Я помню вот эту тему, когда вы все выходили. Там был... Я вот... Это, потому что мы с Сагындыком встречали вас. И я еще, короче, ну, Хабиб, короче, выходит, и я, короче... у меня Это после Нового года первый подкаст? Да. Это, ну, это холодно было. Я, короче, снимаю, и меня Хабиб, короче, увидел такой. Не снимай! Не снимай! Давай, ёп, ты, говорит, ладно, поснимаю. Абдулманап тоже был же, да? По-моему, да. Да, все мы здесь Хотя были. Да, Абдулманап был, Это его вот- братан встречал здесь. Это Абдулмана, кажется, последний приезд в Казахстан. Я даже с ним интервью записал. Да, вот помнишь? Ты мы? записывал интервью. Да. Мы с тобой в Вот, гостинице- ты еще, гостинице- прическа у тебя еще была в Да, тот да, момент. да. Тогда волосы были. Не все, правда. Давай, Миша, газуй, ты что? двигаемся дальше. Ты какой-то... Да, Я да. вот вспоминали же Вот, историю. ты как Говорит, медведь, просто я я про бизнес-класс. И все. Я про бизнес-класс услышал, мне уже даже Да, говорить нечего. кстати. Ну же тоже, Что конечно, это? очень все это грустно. UFC А 311. почему мы вообще про бизнес? А, мы про Хабиба же говорили. Вот как раз можно в тему Хабиба, да, Да, UFC да, 311. Да, летел Хабиб на UFC 311, А, чтобы да? секундировать, собственно, Кого? Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова. Кстати, из-за этих пожаров не отменить турнир? Говорят, что Скорее нет. всего, нет. У меня знакомый сейчас там находится. Да? И он как бы прям вещает из центра событий. Он говорит, что, ну, UFC говорят, что пока все нормально, потому что, наоборот, пожары отступили. И, А есть Повторяю. по количеству жертв? по-моему, там 24 человека погибло в пожарах. Ну, там столько Нет, домов. такой Ну, а домов очень много, да, показывают видео, типа с неба какой-то огонь падает. Это что такое вообще, я не могу понять. Скорее всего, нейросети какие-то, если с Да? неба огонь падает. В принципе, там вообще сейчас интересно смотреть за новостями, что очень много вбросов именно нейросетей. То есть просто генерируют какую-то картинку, которая им нравится. Например, там горящие буквы вот Голливуда. Да. Это было типа нейросеть. Это не настоящая типа съемка. А все уже такие говорят, вот, там все горит. Но на самом деле там жесткие достаточно разрушения. Но это Америка, там все у всех застраховано, так что, в принципе, я думаю, что люди не А самое особо главное, чтобы потеряют. люди не умерли. Ну да, и при вот такой страшной картине, хотя 24 это тоже много очень, но вот... Конечно, много. Да, даже один, ты что? Ну да, согласен. Для Вот, кого-то скорее всего, интересно. турнир останется. Если что, они скажут, что его просто в экстренном порядке перевезут там в Вегас, по-моему. Так что ничего Ну, прям... в Вегасе проблем не будет, наверное, даже с народом. Тем более Ислам Махачев с этим. С Арканом. Да, и там с Лос-Анджелеса до Вегаса, насколько я помню, там 3-4 часа ехать на Ну машине. да, то есть они сказали, что Я один раз на автобусе ехал с Лос-Анджелеса перевезем? в Лас-Вегас. ничего страшного не будет. Но медиа-мероприятия вот вроде уже во вторник должны начаться, и посмотрим. Они вроде все будут. Как раз вот мой знакомый, который там находится, он тоже он там обзорщик, там журналист из России. И он говорит, что им не говорили пока что о переносе ни о каком. Вот он в гостинице там живет. Ну, я где-то видел такой анонс. В этот Типа, раз возможно. точно можно сказать, на этом турнире будет жарко, да? Не точно, если его в Вегас перенесут. Не, У нас если- по если регламенту он- мы обсуждаем этот турнир, да? Да. У кого какое мнение? Давай с первого начнем с Умара и Мираба. Давай, Миша, ты первый. Я столько говорю сегодня. Но мы разбирали с Фанилем недавно, тоже А записывали. что ты говори как есть? Я не знаю, Не стесняйся. я не стесняюсь вообще. Ну, фаворит для меня Умар, вот, но при этом Мираб, он как раз какие-то лучшие да? стороны бойцов, он, в принципе, своим хаосом замещает, он очень много двигается, очень много делает нестандартных каких-то решений там и движений, но, в принципе, у него из оружия только есть перевод, и все. То есть он, кроме перевода, Умара? ничего не делает. Нет, у Нет, Мираба, да, у Мираба. да. Умар намного более там разносторонний боец, при этом у него похуже кардио, похуже, наверное, борьба в стойке, и все, а все остальное лучше. А вот как ты думаешь, сможет ли удержать, допустим, переведя Да Умара... Мирапа не удерживает особо никого. Он переводит, потом опять переводит, потом опять переводит. Он же там Петру Яну там сделал сколько там, по-моему, 40 попыток тейкдаунов, из них 20 типа успешных. То есть он просто переводит, и он не нокаутирует никого. Он просто переводит, спину забирает, там держится за спиной, пытается. То есть он такой. И вот насколько это да, помешает как-то действиям Умара, мне вот интересно посмотреть. Плюс еще, судя по тому, что в медийном плане происходит, Умар забрался в голову Мирабу, потому что Мираб, Очень нервничает. да, он прям говорит, там, Злой. ты, типа, да, там, говоришь, не уважаешь меня, какие-то вообще странные вещи говорит, которые вообще никак не относятся к реальности. Да, мне кажется... Мираба такого мы впервые видим. Да? А, впервые? Да, Да. просто он обычно так не Обычно паникует. он всегда оказывает ментальное давление на своих соперников. Я был же на пресс-конференции Мираба и Омара. Помните?
Когда шоколадку кидал Да, я да, да. этому исламу, это Да. была пресс-конференция Ага, их. окей. И мы были, это прям перед стардауном Шафхата. Тогда прям, ну, вот я первый раз увидел, когда там матерится человек, ну, как бы там факом на английском. И я так подумал, типа, что он гонит? Мы же не все понимаем, там, отрывками хочешь поймать, а еще их американский язык, то есть английский, он там перемешку с грузинским, еще что-то. И как бы не совсем внятно, понятно, что он говорит. Но при этом, при всем, люди там, наверное, кто там английский хорошо знает, они все такие улавливали, хорошо слышали. Но и он тогда матерился, говорил что-то там факом, ну, вот этого фака много было, короче. А в процентном соотношении ты бы кому отдал? Я бы хотел посмотреть сейчас пресс-конференцию. Зачем говорить? Не, потому что, смотри, вот тоже все такие смешные. Все хотят, вот, типа, сейчас скажи. Я, во-первых, хочу посмотреть, что на пресс-конференции Ну, будет. нет. Если Мира будет там волноваться, Понятно, пресс-конференция. Вот на сегодняшний момент, до сегодняшний? пресс-конференции. ну, по скиллам 60/40 Умар. Да? Я тоже вижу фаворитом Умара, ну, вот 55/45, потому что Умар более вариативный, плюс Мираба, я не знаю, почти в каждом бою, он в нокдауне в таком, в гроге бывает. С Шоном Мелли его в корпус пробили, до этого Жоза Альдо его такой в стоячий нокдаун. Он, то есть, всегда пропускает, и в нокдаунах бывает. Умар скилловый ударник. Я думаю, у него получится, если он сможет хорошо защищаться. Я хочу даже, чтобы он его нокаутировал. Потому что что такое, Мираб, он такой боец, который вызывает какое-то раздражение всегда. И на пресс-конференциях, и во время боя, и во время раскачки. Работать за двоих, да? Да. Буду за Умара. Сула. Мираб победит досрочно. Я потому Вот что так не же понимаю, гром почему среди такой ясного человек. неба всегда. Он выходил против серьезных ударников. Против Шона Умели, против Петра Яна выходил. Кого из них он Вообще досрочно победил? Не было у него никаких проблем бояться какой-то ударки. И Ну, Петр же тоже ударник мощный. он Да, не такой он не бил руками искусственный в бою ударник, вообще. как вот и Петр Ян, как и Шон Умели, в общем, Умар. И вообще не понимаю. Это, во-первых. Во-вторых, опыт Мираба Двалишвили и 5-раундовых поединков у него просто гигантский. Он просто для меня, я сейчас не могу понять, может быть, это какой-то развод какой-то такой идет, такой серьезный. Но я не Короче, могу понять. если Мираб проиграет, это развод, да? Если Мираб проиграет, это значит, я вот очень лоханулся. Просто Понимаешь, потому А в чем развод, брат? развод, потому что как-то сейчас это все представляет, то, что Умар фаворит. И везде это вот так вот Ну муссируется. вот, ты за одним Я- столом сидим, два я, эксперта. я не могу понять, Все в каком Казахстана. месте он фаворит вообще. То есть то, что у него какая-то ударка, так Мираб выходил и посерьезнее с пацанами, у которых ударка. Ну, а борьба у кого лучше? И с борьбой, что ли, там у Мираба боятся борьбы? Алло, вы о чем? Борьба лучше, тейкдауны лучше у Мираба. Просто Сула говорит сейчас, типа, он победит его досрочно. Да. У Ну, Мираба а вот за нет, всю его я карьеру в считаю, UFC хорошо, пускай будет так, то, что уберем досрочно. Вот это лучше, да, брать. Но Стоп, я стоп, опять же думаю, стоп, что он стоп. победит досрочно. Ты что, Мираб всего лишь Не, один раз досрочно выиграл. Два раза. если Майкл зацепился за слово досрочно, Но это уже окей. странно. а звучит. почему ты уже отказываешься от своей... Я думаю, смысле? я думаю. Нет, да если ты говоришь, конкретно Подожди, говори. я чтобы услышать, а что Майкл скажет, если я это уберу специально, досрочно, да? Да. Но я думаю, что Мираб в этот поединок, я думаю, он досрочит Умара. Сам, он ж такие вещи говорит, да? Я думаю, точно не Я удосрочит. сейчас, знаешь, не за это, чтобы... За этого, ты за чтобы этого. Умар проиграл. Но За этого мне ты нравится рассуждение Сулы. Не, я Видишь, точно как он ничего съезжает плохого. грамотно. Я точно ничего плохого не вижу в том, что Сула, говорит, что там Умар проиграет, это его, почему бы так и не говорить, мы не должны за кого-то болеть там или против кого-то наоборот болеть. Я просто к тому, что Мираб в UFC один раз всего за всю свою карьеру выигрывал В досрочно. дебюте, кажется, да? Нет, не в дебюте, он Веру, по-моему, или не помню. Короче, у него только одна победа досрочная. Он просто статистику не знает, блин. Досрочная в UFC, и в принципе все остальные бои. знаешь, Умара раз... Не, давай, Сула Два. так. Сула. Умар нашего, да, Серегу же, да, удосрочила. Да, он Умар? да, Сергея У него Морозова нокауты побеждал, были. он Бигзат Алмахан. Много кого, Не, там много еще кого. Не, было. я говорю, Не, побеждал. мы говорим UFC. Ну, побеждали дофига. Мы же Мне сейчас кажется, у говорим него самый о провальный финише. бой. Я не говорю, Самый что провальный финиш. бой с Бигзатом был. Мы говорим да, сейчас о кстати. финише. Ну, Сколько тоже у смотрите, Мираба пропустил финишей в жестко. Он UFC? пропустил, У 10-8 Мираба забрал один. раунд. Там. Вот не у Не, Мираба, я а имею в виду, что у Умара. после этого на него Больше прям, одного знаешь, как точно смотреть, нет. типа, Он ты, точно- ты Умар, да? Серегу. Потом у него был нокаут хороший, он с руки боковым Ладно, нокаутировал. Два. Сула, ты готов поспорить с Мишей, что Умар, не будем досрочно говорить, а выиграет Мираб?
Да, ну смотрите, еще раз, у Мираба Ну есть давайте хотя бы на возможность- что-то поспорим. Чего вы, ребята? Я не говорю на волосы или Не, на ну, на бороду. волосы я готов поспорить, Сула. Типа ты Я тоже уже побреешь? эти Отращу. волосы уже, я уже, блин, Да я шучу, нет, я поставил тоже- эти волосы, честно не сказать. Не, ладно, не надо. Они Ты же же на другие. волосы. Нет, Майкл, знаешь, на что можно Они поспорить? уже не Смотри, его. Майкл, знаешь, на что? То, что не будет досрочки от Мираба. Не, я давай уверен. микрофон друг другу купите какой-нибудь, там вам же нужен для этого. Нет, смотри. Давай, знаешь, как сделаем? Губку от микрофона. Знаешь как, Сул, вот офигенное приложение. Кто из нас выигрывает, тому Нурбек Карабала билеты в бизнес-класс берет. Согласен? Очень. Вот. Давай, Разбивай. разбивай. Вот и договорились. Вот, но ты сам напросился. Не-не, Ты я- сам напросился. я- Он же сам напросился. Что происходит? Здесь сейчас зазумят. Ты Так нам меня тут еще- что-то про этот бизнес-класс, так там, меня- капсула, Так это, меня еще никто не т.п. разводил. Ладно. Я хочу, чтобы 6 Всё, ладно, мест. я с Дидаром хочу поспорить. Что? Да, они, Стоп, да. стоп, нет, не они, а он как бы. Пошли, уходим. Мы с тобой спорим. Что я говорю, что Умар выигрывает, ты говоришь, что Мираб выигрывает, да? Наоборот. А, наоборот, я говорю Мираб, а ты говоришь Умар. Кто проиграет, тому Миша iPhone покупает. Все. Руби, Сула. Ну ладно, бизнес-класс на iPhone можно поменять, в принципе. Бизнес-класс. Смотря куда, да? Ну да, тоже верно. Ну и смотри, какой iPhone. Люфганза. Первый iPhone. Да уж. Сейчас, кстати, вышел маленький iPhone. Ну, у меня же сын растет, и он постоянно интересуется нашими телефонами. И мы нашли iPhone на Wildberries, по-моему. Вот такой маленький есть, детский. По-моему, 6 тысяч рублей стоит. Так что Это не iPhone, наверное? маленький iPhone. Не настоящий iPhone, типа, да? Ну, iPhone. iPhone iPhones. называется, да? iPhones. На русском, да. Ну, короче, есть такие маленькие айфоны, так что, да, такой подарю вам за спор. Ну, за бизнес-класс билет, конечно. И Махачев Царукян у нас. Такой прям- Давай. А ты свое мнение не сказал? Про Мираба? Да. Ну, я думаю, что Умар все-таки, ну, не то чтобы фаворит для меня. Я думаю, он больше мотивирован. Единственное, я много, вот ты сейчас говоришь, я хочу посмотреть пресс-конференции. Я реально посмотрел подкасты. И мне нравилось и на самой пресс-конференции, когда я был в Лас-Вегасе. Знаешь, Умар уже не тот Умар. Я-то его знаю еще как бы с чемпионатов мира, там, молодым пацаном, когда там дрался он. Вот прикольно, да? Мы же со стороны все-таки много видим. Я вот, допустим, на примере даже своих ребят, Алиби Идриса, да, в 2019 году, сейчас отступление сделаю такое, вы, наверное, уже привыкли. В 2019 году Алиби Я могу Идрис, вместо тебя рассказать эту историю. Алиби Идрис должен был драться. Я почему ее постоянно рассказываю, чтобы молодые ребята в пример брали. Он работал электриком, я его там на остановке вижу, а я вижу пацан с карда, кто-то должен был драться, кажется, это он. Ну. И проезжаю, и где-то через 15 минут бой начинается. А вот, кстати, Дидар это не знает историю, да? Нет, не знаю. Вот видишь, есть люди, которые не знают. Ты еще смотришь на SDI подкаст? Я проезжаю, Изнутри. Там что еще интересно же в истории, надо Да. добавить момент, что ну, на остановке на этой свет мерцал, кто-то чинил, подкручивал лампочку. да, Шел дождь. и Алиби Идрис стоит. Я останавливаюсь, говорю, типа, ну, как обычно бывает, вот ты там в первых двух боях его там имя не запоминаешь, да, там, если еще не яркий, можешь и в третьем бою даже не запомнить. А так смотришь, я говорю, я сегодня Тулис письма, он говорит, я там, Балдар Келем 9, Талпытем 9, там, туда-сюда. Кто-то его обещал забрать, наши ахтовские, короче, и не забрали, не вовремя не приехали. А это первый наш турнир был с трансляцией в Каспорт. И там, допустим, раньше как у нас было, мы говорим в 7, начинаем в 8, там, Сула, помнишь же, да? Там туда-сюда. А тут, когда телевидение, сказали в 7 начинаем, все, железно. А у них трансляция. А у него второй бой. Я как его в машину посадил, сам топлю, говорю, ты, у тебя в карде второй бой, там, он там сидит, молчит, и я ругаю, короче, ну, наезжаю. Пока доехал, он вылетает, выбегает, там, переодевается, выходит, его уже объявляют, и он выигрывает, и дерется, и выигрывает этот бой. С узбеком, кажется, первый бой в его карьере вообще. Сам работает электриком. Уходит, уезжает к себе домой, потом начинает работать опять. Айбек Ага его ругает, начинает выгонять с зала, типа, или работай, или дерись, короче. И он оставляет работу, приходят бои. И вот этого парня сейчас 10-0. Последние 2-3 боя там у него нокаутами. Ну, были и до этого нокауты. И сейчас его там в ТАФ, да, там зовут, да. Я видел приглашение прям от организации ТАФ, дословно Алиби Идрис, т.д. Сейчас вам покажу это приглашение. Документ.
Просто к чему говорю, что я видел Омара, каким он был там раньше, в Прям любителях. конкретно сдалека зашел. Нурбек, конкретно ты Любителя- сдалека В зашел. любителях дрался, я видел это изменение. И когда сейчас я на него обращаю внимание, смотрю на пресс-конференции, я вижу, что парень ментально готов. Ты правильно заметил, что Мираб реально нервничает. Реально нервничает, и как бы он понимает, что он столкнулся с соперником, который, возможно, ему не по зубам. Молодой, дерзкий. Возможно, я не говорю, что 100%, я бы тут дал бы не так, как вы там, нокаут, там 60-40. Ты 60-40 сказал же, да? Этот 55. Я бы дал бы 49-51 в сторону Омара. Мне кажется, это нечестная цифра. Почему? Ну, не знаю, это популизм, вот это Это 49 50 на на 50. 50 Да, тогда да, тогда скажи. уже можно было сказать 50 на 50. Нет, Популизм. Всегда Небольшой. есть Почему? какая-то погрешность. Вот Почему? бери там шаг Почему? 5 хотя бы. Почему? Ну, чтобы было. 1% это как-то, не Ну знаю. как 1%? Преимущество? Я даю, Разница в я 2. даю. 2% преимущества ты сделал. 2%, брат. Ну, вот в этом Ну, я- говорил ты сейчас никак на 2%. Да, ты сказал все хорошее про Умара. Да, брат, ты сказал, он не никак на готов 2%, к ты как такому. минимум здесь на 10%, Вы- на 10% мы сказал. не можем, мы не можем. Нам Я можно редко и- это говорю, нам слово можно прав. и не говорить про чемпиона. Он и так крутой, мы Ты понимаем, сейчас сказал, он что он не чемпион. готов к такому бойцу, он это понимает. Там. Я сказал, возможно, что возможно это самый сложный соперник. 49-51 это плохая цифра. Ну ладно, смотрите сами. Вы-то поспорили между собой. Тебе лучше, чтобы я выиграл. Я потому что не выездной. Мне максимум внутри, а этот Ты не парень выездной? Не, если выездной. Сула выиграет, ему бизнес-класс в скате. Понимаешь, он выездной. Его не Если вы пустят. хотите узнать, Его не почему пустят. Сула не выездной, покупайте подписку на сайт Найза ТВ. Там будет большое откровение Сулы. Это инсайдерская информация, да? Нет. У него же было откровение. Отправьте мне 3 С цифры Виторией- на с обороте Виторией. вашей карты, и тогда я... А 13-значный код не нужен? Это фотографии. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Добавляя немножко в тему, есть история про такого парня, как Магди. Я не знаю, вы слышали или нет. Это парень, который поехал из Дагестана. Он поехал жить в Америку, покорять Америку. Молодой боец. И он такой веселый, он блогер, вообще боец. И он попал в зал как раз к Мирабу. Махди его зовут? Да, Магди. Твое имя, да? Крутое имя, да. Попал в зал как раз к Вообще Мирабу. знаешь историю происхождения этого имени? Да, да. Попал в зал, короче, к Мирабу. И Мираб его к себе даже приютил, он у него жил, типа дома. Дагестанец. Да, дагестанец парень. И он такой веселый, типа, ну, он прям блогер прикольный. У него контент такой интересный есть, кто может посмотреть его страничку. В Ютубе, да? Он, по-моему, Инсту он прям очень активно ведет. Вот к чему все это рассказываю. И он очень долго вместе с Мирабом тренировался. Они там даже вот, когда Мираб начал троллить команду Хабиба за то, что они типа все вместе в одной сауне типа сидят, то есть видео, где типа Мираб массаж делает этому Магди типа в сауне сам. Ну, то есть это странно, что он, короче, за это предъявлял, хотя сам с ним типа в этой сауне сидел. Ну вот к чему все это говорю. И как раз в этот тренировочный лагерь Магди оказался в тренировочном лагере у Умара Нурмагомедова. И типа все, ну, недоумевают, почему так, потому что сам этот Магди говорил, что мне Мираб как типа брат, он меня приютил. Засланный был, да? Ну вот говорят так, но я как бы тоже Ну, может же быть. свечу не держал. Может Но вообще, же быть. это уже, он там год точно в Америке живет, Магди. То есть, я не думаю, что Если такие заслан, ты долгоиграющие понимаешь, о чем это говорит, планы. брат? Они не уверены, что без я в засланного такое не чувака верю, могут в такое не верю. смогут победить. То есть засланного чувака ты зачем отправляешь? Да Не, это ну же- тогда это год же- назад это Мираб то, не что- был чемпионом. Вот давайте скажем так, да, смотри, в свое время там были войны, да, там даже в тех же там 1 на 1 перед каждой битвой, да, там все засылали там этих шпионов, То засылали есть, если ты не разведчиков. засылаешь, Да. ты проиграешь. Не, ребят, я про такие честные истории не верю. И плюс Дидар прав, реально, когда они познакомились, вот даже Мираб не был чемпионом UFC, поэтому, ну, как-то странно, Ну, они что знали, что Мираб должен они стать заслали чемпионом. еще к Дани Уайту, одного шпиона. Не, он там, сказал. прикинь, что у команды Хабиба в каждом Да. весовой есть, Да короче, нет, свой. зачем как им У это? топовых бойцов. Ну, это тоже в это мало верится, потому что один человек поехал куда-то в Америку, к Мирабу. в зал. Ладно, это При этом вопрос. он Давайте еще- про Ислама Махачева лучше. Да. Продолжим. Че, Окей. как ты думаешь, Миш? Ислам Махач против Армана Цуркяна. Ну, Ислам выглядит для меня тоже фаворитом. При этом не Кстати, могу на сказать, что пресс-конференции, я таким извиняюсь, на пресс-конференции они оба уважительно очень сидели. Я же там был, а вот именно вот эти двое газовали. Я пересматривал тоже на выходных бой первый их, Ислама и Цуркяна. Пересматривал? Да, пересматривал. Вот. Пересматривал вообще, в принципе, их бои.
И у Армана я шансы вижу на победу. При этом Ислам, мне кажется, ну, немножко, наверное, лучше выглядит, но я вообще не удивлюсь, если Арман Цуркян станет новым чемпионом UFC в легком весе, потому что у него, в принципе, все для этого есть. У него и ударка сейчас стала хорошей, у него очень хорошие ноги, Ага. у него очень хорошая борьба, И мотивирован, да? очень мотивирован, потому что Ислам по-любому не мотивирован. У Ислама уже мысли там в 77 стать чемпионом. И Что за он, разговоры вот эти? ну, он уже давно говорит про приход. Он же Он много еще до гоняет. этого боя говорил, что хочет. Он 77. много веса гоняет. В принципе, он габаритный парень. То есть ему 70 Мне кажется, с Шавхатом, ну, допустим, там Шавхат Беляли выигрывает, допустим, да, чемпионом становится. С Шавхатом, мне кажется, Исламу тяжело будет. по-любому, просто же... он Зачем нич- будет легко там? Да, вот он так. ничего Нет, же не теряет, в если даже 77. он в 77 там проигрывает, он говорит, ну, это типа там новая весовая, Да, не условно. мой вес Он ничего там. не теряет. То есть у него это 4-я защита уже подряд у Ислама. И мне кажется, точно он растерял мотивацию. Плюс, как ты говоришь, что у них очень уважительно, даже не за что зацепиться. То есть если Арману Цуркяну нужно закрыть свое поражение, вот там дебютное в UFC, плюс Арману Цуркяну действительно хочется там потрогать в руках титул Он, чемпиона. кстати, будет первым армянским чемпионом, насколько я помню. О, Не наве- этническим, а армянским, да, он Гам- первый ну, должен. ну Хотя да. он россиянин. Ну, же вообще он, вроде. даст, он вообще гражданин России. Вот. Но А он почему-то говорит, Но он представляет Армения. официально флаг да, Армении, да, у него потому что нету в бойцов профайле сейчас там стоит. оттуда. да? Мгм. Вот. Тоже И- прикольно. да, и я к тому, что типа... Слышал, как он сказал, что, говорит, я выиграю этот пояс, и там от чего-то до чего-то, а там целая, типа, вся страна российская, он хочет там, чтобы армяне все построились, и он, короче, поедет. Ты не слышал про Я это? слышал, но он тоже угорает. Ну, Да? я слышал. Не, он слово дал, говорит, если, говорит, я выиграю, я, говорит, пешком пойду, там, от этого края Москвы до того, да, там, М, и там по дороге все армяне будут его там, ну, типа, выстроиться, ждать будет, да? Маловероятно. Прикольно, но- да? Нет, ну, прикольно история, же, да, вот, ну, да, звучит додуматься, круто. так сказать, да? В любом случае, да, он классный, и мне что всегда нравилось в Цуркяне... Мне кажется, самое интересное, брат, знаешь в чем? Самое интересное не в том, что сложно будет пройти, а самое сложное это выиграет Ислам Махачев. Мне кажется, Арман выиграет. Мне кажется, да. Ну вот, кстати, ты говоришь, ты не будешь удивлен, если Арман выиграет. Я не буду удивлен, если Махачев удосрочит. удосрочит, я, наверное... Давай я тебе удивлюсь. скажу. И здесь Мнение. тоже вполне вероятно. Но Мнение. я думаю, Арман выиграет. Мнение сказать мнение. Вот давай, я тебе скажу. Если Ислам Махачев настроится, прям в лучшие свои настройки, он спокойно, досрочно заберет. Если у него в голове какая-то доля сомнений посеется, скорее всего, не досрочно, но решением судей заберет Арман. Но это зависит как-то от настроя Царукяна. То есть, Царукян? да. Царукян, я вижу уже сейчас, Царукян хорошо настроен. Знаешь, это тот случай, когда, допустим, смотришь на бойца и понимаешь, что он настроен так, типа, вот Миша правильно сказал, ничего не теряет. У него есть хорошая возможность продаться за титул. Один раз он уже с ним дрался. Был какой-то бой, когда там он переводил его, да, что такое, да, в бою? Да, был? он в первом бою. В первом бою да. это У него получалось переводить Да. Ислама, у Ислама И- получалось переводить его. И, как бы, знаешь, вот он бах-бах примерился там, грубо, да, там смотрит. Ну, в принципе, можно выиграть. Он причем ничего. вышел на коротком уведомлении. Да, ничего страшного нету. И как и в первом бою, когда было короткое уведомление, так и во втором бою психологически легче Арману. Что как бы вот в первом бою у него есть отмазка, да, как грубо говоря. Ну, может быть, он ее даже не предпримет, но не предпринимал, не говорил про это, но типа я вышел на замену за 20 дней, если у меня было бы больше времени, я бы там подготовился лучше, грубо говоря, да, там. Но в щас первом во бою втор- так и было, действительно. Просто там Ислам уже говорит, почему он типа плохо подрался. Он говорит, что был типа отравлен. Вот у него было отравление какое-то, но все равно типа. Ну, а я стал слышал, драться. что вот Ислам говорит, типа, я был не готов, я не знал вообще этого бойца, первый раз в жизни увидел, даже ни один бой его не посмотрел. В любом случае, то есть уже в первом бою у Ислама не получилось не финишировать Армана, не получилось доминировать, потому что он победил, но нельзя сказать, что там прям разгромно как победил. Ну, был лучше, действительно. Но опять же, против парня, который выходил на коротком уведомлении первый раз в UFC. Вот сейчас вообще совсем все по-другому. И я тоже на бумаге вижу победителя Ислама, но я говорю, я не удивлюсь. Просто Арман, у него хорошая ударка, борьба не уступает борьбе Ислама. Единственное, что он делает, он рискует чаще, чем Ислам, потому что Ислам вообще не рискует по боям.
он вот залезает типа в удушки, то, что он Чарльзу Оливейру залезал в удушку там, ну и в принципе часто вообще такое делает, потому что у него проходы такие с головой вытянутые. Но я не удивлюсь, если новый чемпион будет в легком весе, потому что это реально единственный в легком весе, кто может хоть какую-то конкуренцию составить, мне кажется, Исламу Махачеву. Тоже прикольно. Да, исход был бы хороший, если Арман Цуркян выиграет. Что-то хоть изменится в дивизионе. Вы заметили, все фанаты ММА в Казахстане болеют против Ислама Махачева. Нет, я за Ислама болею. Не видели? Я Нет. не знаю, или я Я не только у видел себя этого на странице. Прям топят против Ислама. Я не видел. А почему, знаешь? Потому что он хочет 7-7 подняться, да? Нет, почему, Нет? знаешь? Из-за Хабиба. То, что он, типа, поддерживает Беляля, а Хабиб, типа, не Ну, сказал... кстати, Ислам же тоже с ним тренируется. Да, вместе. не сказал про Шавхата. И сейчас, вот, представляешь, уже сейчас на уровне, там, до фанатов они все видят конкурента. Мне кажется, в принципе, вообще Ну, есть... пускай готовятся, что. Не, Если при- что-то такое будет, там вообще будет салам алейкум во всех их страницах, там Ислама вообще. Ислам пожалеет, что вышел против Прикольно. Шавката. Но на самом деле Ислам в 100%. этом плане, в 7-7 переход, он в патовой ситуации. Кто бы ни выиграл, он как будто в проигрыше. Если Билал, там, допустим, против Билала выйти он не может, он с ним тренируется вместе. С Шавкатом он знаком. Почему он не может? Я думаю, ему Нет, вообще нет, я плевать. такой- в такой- Я думаю, Сейчас на уровне ему разговоров, плевать вообще, это короче. хорошо. Да, бойцы, в принципе, все знакомы, это тоже такая тема. Нет, типа, он же с ним знаком. прям тренируется. Не-не-не, Нет, они... ты про Шавката они говоришь. между Шавкат это собой- такой братский народ. Они между собой драться не поверь будут. мне. А почему он это говорит? А он почему для- они драться не будут? Ну, С Белялем. а с Билалом? окей. Да, с Белалом драться не будет. Тут только акцент на Шавхата, вот и все. Однозначно, да. Шавкатом они вообще даже задумываться не будут. Они, Да. может быть, даже и мечтают, Братский. чтобы Шавкат Может победил. быть, уже специально это и говорят. Почему? Потому что приблизительно, я думаю, что и лагерь Беляля понимает, что, скорее всего, Беляль проиграет Шавхату. Я вот сомневаюсь очень сильно в этом. Билала еще надо победить. А чё, Нет, если, так если такую спокойно теорию говоришь. заговора Не, сделать? заранее мысли такие могут быть. Шавкат Вообще подослал сомневаюсь. Билала просто Нет, в лагерь. знаю несколько Хабибу инсайдеров. плохо готовить Билала, чтобы Шавкат выиграл, чтобы Ислам стал чемпионом. Такая большая теория заговора, как Это с прям заговором. теория заговора. Да. Ничего более, кроме теории Ну, заговора. Я вообще просто это, если они не будут готовить нормально Билала, это предательство. Самое настоящее. И так мужчины не поступают. Я не знаю, насколько. Я даже не хочу задумываться, что так. Вы только что разгоняли про шпионов что-то. А теперь уже все. Что? Что шпионов посылают в лагерь Мирабу. Я не... Это вы говорили? Это вы говорили, что подослали того-то, того-то. Я от вас это первый раз услышал. Отмотайте, ребят. Не, Интересно. Я говорил, что, может быть так, что ли, я тебе говорил? Что? Вы же эту тему закинули. не, знаешь, Интересно Сулу, выглядит. что хорошо, этот никогда не сознается, брат. Ты знаешь, да, главных 3 правила Меня вообще Дональда тут нет. Трампа? Знаешь? Анекдот рассказать тебе? Опять про это? Посмотреть $100 там, да? Нет, Посмотреть на того, кто смотрит, $200. отвечаю, сказать? Другой анекдот. Короче, какое-то разведывательное управление, и там директор своего одного опера... Забыл, да, походу? Что хотел рассказать про $100? Про своего одного опера рассказывает. И говорит, представляете, говорит, на нас напали. Бандиты, ну не бандиты, а там типа спецназ с другой страны, короче, всех нас связали, говорит, всех убили, и не убили только одного, говорит, Сулу. Его пытают, бьют, пальцы отрубают, говорят, выдай нам тайну. Он говорит, молчит. И так, говорит, 100 дней, 100 ночей пытали, умер, говорит. А знаете, говорит, почему не рассказал? Потому что не знал, говорит. Сула бы точно что-то рассказал. Просто что-то другое. Так что, Сула, давай, газуй. У нас, знаешь, ну, скоро же Найс Эвертс, и туда можно... Кстати, вот это уже серьезное мероприятие. Вот А сейчас когда все, оно что будет? было, это чисто, знаешь, как бы посмеяться. А вот тут уже такой серьезный. А когда оно будет? Я сам не в курсе. 26 26-го. января. Туда можно добавить анекдот 2024 года, Да. история про Алиби Идриса 2024 года. Все лучшие моменты. Алиби Идрис, кстати, в ТАФе мы это обсуждали? Ты сказал, Сколько что ты видел упомянули, сам, да. ты Да. покажешь нам Ты еще обещал нам приглашение. показать. О, вот покажу.
Кстати, Алиби в сторис говорил, что ему осталось получить только визу, и тогда все, он уже стартует. Он Правда? визу получил, не знаете? Он приедет скоро за визой. М. Не, ну, Я летал в Астану на реке. Я видел. На Казахша Крюс. Что ты там делал, я не могу понять. Не, я не в плане там. Я вообще вот вижу. Меня приглашают, Я- дала Харандара. Знаешь, я вот в чем прикол вообще этого мероприятия? Я не знаю. Мы на все мероприятия так попадаем. Я узнал про это мероприятие там за неделю до события. Я где-то за недели 3 его качал у Да, себя. не надо рассказывать мне. но нет, он делал прямые я эфиры. видел, там. но не за 3 недели. Насчет Не за 3 не недели. знаю. Мне кажется, недели, ну посмотри, самый первый пост. твой Давай, когда давай, вышел? это самый первый пост, это у меня был Самый первый прямой пост. эфир Самый первый с пост, свой Т-34, скажи. да, с вроде? Т-34. Самый первый пост, свой скажи, когда? Сейчас, Я говорю, скажи мне самый первый пост. секунду. Эх, Сула. Слушай, никто не спорил. Сейчас не дай Давай, бог, давай, что будет чё ты, за неделю, и я буду в Нет, шоке. точно не за неделю, но не за 3. Так, Джанго, это вот это. Так, это всех, это вот этот. Вот, пожалуйста, какое число? 23 декабря. Сегодня какое число? Сегодня у нас 13 января. Ну, 2 недели даже не прошло. Каких 2, брат? 3 10. недели. 3 недели, брат. Как так? Я не услышал. Потому что в декабре 31 день. брат. 23 декабря? Да, 23 декабря сейчас? 13 января, брат. За 3 Ровно недели. 3 брат. недели. Ровно 3 недели? Конечно. Ну, справедливости ради, турнир Вот же был. У меня сегодня? вот этот, Ну, до сегодняшнего ровно 3. ну, Не сегодняшний, до турнира я имею в виду. Турнир какого был? 11-го? турнир был 11-го. Ну, без 2 дней. Без 2 3 дней недели. 3 недели. Ну, 3 недели это ровно 21 день. 18 дней. Я тебе про это и говорю, что поздно За началось, 18 дней я начал. Ну, мне как это пришла, говорит, все, давай начинаем качать. Я говорю, все, окей, я качаю. Зачем делать бой все-таки Василия против... да? Это не бой был. Ну, Схватка. схватку Василия против А что за эксперимент такой в боксера. Казаша Крюс? Ну, какой бы там эксперимент ни был, он бы просто суперски удался. Поп- Просто поп-курец, обалденно прикинь. удался. Поп ММА и поп-курец появился. Подожди, как обалденно удался? Ну, хотели сделать эксперимент. Ага. Наконец-таки Не, подтянуть я не могу понять, почему не бои, вроде бы бои же должны были быть. не бои, Казахша Крюс. Не, дала... Дала Храндаре, это Нет, в молодежь. прошлый раз промоушен же был. У них промоушен называется Дала FC. А, А это молодежное движение называется Дала Храндаре. все. Вот видишь, ты это же не объяснил. Я вот этого не знал. Вот сейчас я тебе говорю. Я вот думал, эту это тему. дала Храндар, я сперва подумал... Помимо поп вот этих бойцов, там в 8 категориях разыгрывались чемпионские пояса. 64 самых лучших борца по Казахша Крюс участвовали. 100 тысяч долларов видел, был там общий бывшие- призовой фонд. Барысы были, вот это... Казахстан Барса, Да, Казахстан. чемпиона. Очень на хорошем уровне по-настоящему. Я такие интересные вещи узнал. Про Казахша Крюс я прям и не знал многих вещей. Круто. Очень мне прям понравилось. Не сказать, что это самое... Я был на одном из турниров по Казахша Крюс здесь, в Алмате. Но грустно. Очень грустно было. Вот по сравнению с тем, что сделали там, вот это Жекпе-Жек арена, людей было немного, но было. Действительно, там, ну, около, наверное, 1500 точно наверняка было. Я видел, да. Они там, туда-сюда, ну, то есть это было прикольно. Была какая-то своя шоу-программа. Они сделали красивые пояса чемпионские. Опять же, 64 самых серьезных пацана они собрали, короче, между собой. С каждой области. Там раз представитель, допустим, Северо-Казахстанской области, Шымкент там, они выходят, короче, с каждый со своим шевроном. То есть, и вот 3 показательные схватки они подтянули по ММА бойцов. Это Фарид Едулаев, этот Фара. Танк все, я Т-34, понял. Это всего лишь вот эти 3 схватки были, да? Это только эти 3 схватки. А вообще турнир называется Дала Храндара. А турнир вот дала Крандары Казах Крюсы, да.
Талак Храндара Короче, это типа, опять же, да, типа это в каждом весе какой-то гран-при было? Гран-при. Все. То есть Короче, 64 эти 3 схватки, они были просто ради освещения. Это показательные. Ради освещения. Это показательно. Но для борцов оставшихся, у них призов... У остальных, да. Каждый получил по 5 миллионов. Все принял. Ну, то есть хорошая сумма. Да. Офигенно. То есть и там прям так хорошо это все сетовали. А вот эти вот Фарид, Джанго и Т-34, молодцы. Мне очень... Мы в одной гостинице жили, и мне прям так понравилось вообще. Я, к примеру, вот этот Джанго, да, вот этот Ислам Джангаразов, ты знал его? Нет. Бля, вообще монстр. Я первый раз, я Т-34 знаю. И вот эти, и Т-34, и Фарид, вот Улам, да, с Т-34 боролся, да? Да. Кто с боролся? Т-34 дался Саят Шамшиев. Чемпион. Боролся. Да. Саят Выиграл? Шамшиев. Выиграл. Они там еще... Ты путаешь. Почему? С Т-34 боролся Саят Шамшиев. Саят Шамшиев. А Улан с кем боролся? Улан? Какой Улан? Руслан. Руслан, елки-палки. Да. Руслан... Видишь, как я Запомнил. не запомнил, братан. Я просто думал, Улан. Что он имел в виду под словом Улан? Давай вот видишь? Миндальная. Не зря я ходил в институт. Руслан Абдразаков боролся с Джанго, вот это, Ислам Джангаразов. Абдразаков, да, Руслан. Да, который будет вот на хардкоре биться за чемпионский пояс. Обязательно претендент. он. Не, кто такой Джанго? Вот я же тебе только что против. Не, кто он вообще? Он Боец? ММАщик. Да, А. он будет на хардкоре Топ биться за ММАщик. чемпионский пояс. Я просто у тебя увидел, когда он говорит, я там борьбу на поясах знаю, что-то такое вроде. Они балкарцы. У них, они, короче, вот А, он балкарец всё. и Т-34. Всё. Я не У братан, них национальная борьба кураж, да? что-то такое. борьба У на них поясах. язык как наш. Да. Конкретно. Они разговаривают Я между даже- звонят. Я офигел. Я говорю, вы нас понимаете? Он говорит, да. И раз чик-чик, у нас вот... Но прикол в том, то, что... Фарид у него, мама, он сказал, татарка, отец азербайджанец. Тоже, короче, прям родственники. И Вася их прям очень хорошо встречал. Прям очень хорошо Молодец. встречал. Вообще, Вася в этом плане, конечно, организаторские способности в этом у него прям суперские. Они прям доверили эту часть, короче, делай. И пацаны счастливы были. И пацаны вообще, вот то, что приехали, вот отличительная черта, я говорю, добрые пацаны, прям добрые. Но вот этот Джанго, прям он молчаливый, короче, есть, брат. Сам, сука, Не, они знаешь, еще, прикинь, его еще, Руслан, короче, кинул, красиво кинул. И они выходят вдвоем, да, оттуда уже, да, с ковра. Я смотрю, они раз, чук-чук-чук, и он тут же сразу же начинает ему показывать, как лучше. Тут прям он боец, короче, вот этот Джанго. Он раз, чук, как вот лучше, чук-чук. Он уже все прям загорелся, говорит, я хочу еще раз приехать, еще раз хочу, короче, бороться, по-любому, дайте, говорит, мне месяц. Я говорю, по любасику буду делать. еще раз, да? Не, знаешь, что? Супер, Почему супер. мне нравятся такие, как бы, активности именно в национальных видах спорта, потому что это популяризирует все-таки нашу борьбу. Да. Круто. Я когда-то Супер, там, супер. когда работал в управлении спорта в Ахтау, я там, помню, попытки делал через систему образования внедрить вообще в школьную программу борьбу. Борьбу на уровне физкультуры. То есть мальчики там, допустим, Это классная идея. в количестве какого-то числа там мы не хотим бегать, кто-то бывает там, мы не хотим там футбол играть, обычно как казах-шакрюз физкультура. супер, А ты там однозначно. тупо, да, там казах-шакрюз занимаешься. И вообще в системе образования это надо внедрить. Это как вот в Америке есть же такое понятие, американский футбол, да, в школьных программах есть? Там у них есть разделение же борьба, Да. ударная, типа, фристайл-рестлинг. у Вот, них. фристайл-рейслинг, там Потом американский американский футбол, футбол, бейсбол, потом вот этот, как его, это бейсбол? Да, бейсбол. Сбитый без... Да, Да, битый это бейсбол, да, американский футбол. Баскетбол. Баскетбол, у них есть, баскетбол, Там у них вот. много, да, всего. И вот на уровне образования вот, казах-шакрюз надо поставить. Пацан, прикинь, любой, там ему выдают кимоно, даже если он это покупает. Есть какой-то системный зал, вот он приходит, прикинь, на тренировку, и приходит в школу, и каждый день у него один предмет — это борьба, представляешь? Еще казахская борьба. Я вот, я вот то, что вот пошел, вот мне вот приятно вот человек чисто за свой народ, за казахов, вот то, что у нас, оказывается, национальная такая борьба есть, и мы там, короче, сидим с пацанами, да, и они, которые там говорят, борьба считается аристократической, вот именно это такого плана борьба, когда ты, короче, руками не хватаешь ноги, когда борьба заканчивается до броска.
То есть вот такого плана борьба, она считается аристократичной. Как до броска? Ну, после... Ты кинул, короче, бросок броска сделал, заканчивается, у не тебя до. партера нету. Ну, не до, а после броска. У тебя А. казахша крюс нету партера. А, после броска, понятно. Ты Ты до просто броска сказал до говоришь. броска. Я до броска сказал, извиняюсь. И вот они вот все это рассказывают. Возни нету в партера, короче. да? Нету, короче. Ну да. Чисто вот до броска я имею в виду не до, а вот бросок совершился, все. После броска. Не, он имеется в виду до броска, он имеет в виду. Да, Ну, я боремся понял, до я понял. броска, до первого после- броска, после вот, броска. до первого броска, вот так вот. Борьба если до сам. балла, да? Как мы с Русом боремся, да? И вот то, что сейчас Дала Крандера вот эту тему продвинули, они вот Дала UFC сделали же. А теперь они казахша Всё, крюс. теперь это не просто промоушен по Это, ММА. Это в нет, целом. братан, Я вижу... это, они, короче, вот продвигают, вот, следующая, знаешь, какая у них остановочка, я тебе сейчас скажу? Кокпар. Круто. Чисто наши казахша, короче, казах дәстүрін, короче, Видно, нелерін супер отвечаю. Молодцы. Мне это очень понравилось, и я чувствую себя нужным им. Мне это тоже нравится. Круто. Что еще интересно Мой происходит? контракт. Из таких прям больших Таф, новостей. Алиби в Тафе. В принципе, Еще, кстати, проговорили. не было самого анонса самого шоу. Да, кто еще там будет? Да, и непонятно, кто какие веса. тренера. тоже. Кто-то Какие мне- веса. Там же сначала закидывал кто-то, что Шавкат тренера, еще смешно было. Не Шавкат знаю, против кто это Белала. сделал. Вот, да. А вы знаете, что там еще другие веса будут? Вообще, я слышу, что там должно быть два веса, ну, как это часто футах. бывает. Но пока В непонятно. килограммах и футах, да? Там вообще, типа, легкий вес вроде должен быть, да, и... В одном типа, килограмме 2 И- фута, да? Или наилегчайший. И Или три. бьются, не буду говорить имя, и ну, пока не надо. В легком весе тоже один пацан с Найзе. Ну, он сам вроде говорил про это. Уже в новостях? Не он в так- новостях. Человек Я имею в виду в новостях в не своих говорил. социальных сетях вроде он, А, говорил? по-моему, да. Мне Не, казалось, не что- говорил. Не Какого говорил? говорите? Не говори. На Д начинается имя. Не, нет. На О. На О. Серьезно? А, это Ужас Абдулиев. понял, на О. Окей. Да мне кажется, сегодня много чего обсудили. в принципе. Дамир Исмагулов. На О. В ТАФ, да. Сейчас. Все, Соло, не надо никак. Кстати, по поводу Дамира Исмагула тоже как такая небольшая, можно сказать, фишка, да, и какой-то бонус в лагере Армана Цуркяна, это то, что Эдуард Вартанян помогает ему готовиться к бою. Будет угловым. Да, будет угловым, а это прям парень, который очень хорошо думает в боях. И, в принципе, наверное, что-то может подсказать интересно. Да. Еще Левин. Да. А что за разговор, типа, я подобрал клона, типа, один в один, как Ислам Махачев. Про кого он имел в виду? Про Нет, Вартаняна? точно не про Вартаняна, потому что Вартанян сам говорит, что я в борьбе намного хуже Ислама, уступаю ему, так что точно не про... Вартаняна я не слышал, если честно, этого. Ну, где-то Я я там пропустил. бегло в интервью увидел. Я пропустил. Не, круто. Год подбили, да? Скоро... Или мы на последнем... помню, с тобой, да, сидели когда, да? Когда Здесь е- ты Мы же, сложно, да, Мы же ставил тогда на стол. год как бы Подытожили, да. подытожили. И получается, у нас в январе будет как раз-таки А где будет? Найз Эвардс, Awards, где мы будем подбивать все как бы эти номинация. номинации. воскресенье, Друзья, да, у будет? нас на сайте на ИЗА ТВ проходит голосование за того или иного бойца. Конечно, это нерешительный момент, но при этом, при всем, нам очень важно посмотреть, за какими... Кстати, вот лучший тренер смотрели, да? Аян с этого, с Семеи. Только заявил о себе, Тимур Серикулов. Он уже там набрал почти 30% голосов, когда там остальные там, ну, видишь, вот опять же, очень основная работа, важная работа с фанбазой, она очень важна. Мало сегодня быть каким-то там определенным блогером или тренером или бойцом, надо еще и уметь работать со своей аудиторией. Можно еще последнее, наверное, сказать, раз мы говорим уже там про какие-то социальные сети, про сайты, что интересная новость, что Дана Уайт будет работать теперь еще и в мета этого Facebook. Кстати, увидел, да, эту новость. Вот, в принципе, она интересна с точки зрения медийки. Интересно, как на это повлияет, когда человек, который заинтересован в продвижении ММА, будет там, в Непосредственно директорах, там ну да, работать, работать да. именно в мете. В Там. мета, да. Просто интересно, да. Что входит в мета? Всего лишь Facebook. социальные Инстаграм, сети? Фейсбук. Да. WhatsApp Телеграм? Нет, Инстаграм, Фейсбук, Инстаграм, Фейсбук и WhatsApp. WhatsApp, да? Короче, вот Ну, такая круто. новость. Да. А этот Твиттер? Твиттер Твиттер нет, это это Илон X. Макс. Да? Илон Макс. Макс? Я сказал Маск. Сори. Что с тобой сегодня? Илон Макс.
Да, сегодня я путаю фамилии, извините. Он Макс, ты, как ты его назвал? Майкл. 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 Вот Сула это начал все, и меня Я заразил. Дидас Сарбас. Дидас. Дидас Сарбас. Дидас. Что, Сула. все? Да, давайте прощаться. Друзья, Царапаем. во-первых, ждем нашего Найза Эвардс, который будет уже 26 января. Место, кстати, закрытое, да, мероприятие, правильно понимаю? Да, вечеринка. Туда не попасть. Почему? Попадут какие-то определенные фанаты? А как им попасть туда? Не все. Голая вечеринка. Не все. А, будет приглашение Это от будет Найзы. голая вечеринка Ивлеевой 2. короче, есть. Сула потом будет говорить, я мимо проходил на Казахстан. Я такого вообще никогда не говорил. Шел. Я только просто открыл, и куда я попал, я чуть посижу, да? Да, так что ждите, голосуйте за Очередная голая вечеринка. В прошлом году была вообще бомба. номинантов. Не, а просто, может быть, людям захочется туда попасть, ты просто так закинул, что кто-то из фанатов будет. Нет. Только по приглашению да. от Найзы, да? Да, по Без приглашению. подруг не Но приходите. будет трансляция, правильно? Конечно, Будет прямая. бьются. Скорее всего, будет прямая трансляция. Нет, трансляция прямая, как и ежегодно, конечно, будет. Окей. Будет прямая трансляция. Она будет на Спорт Плюсе или на Найзе? Ну, пока анонсируй Найза ТВ. Сайт Ну, Найза я ТВ. сам ничего не знаю. Ты не Найза- рассказывай сайт Найза никаких планов. ТВ. Да, на сайте Найза ТВ будет точно трансляция. Будет. Будет также выходит сегодня, если этот подкаст выйдет тоже сегодня, 3-я серия Найза Teams Battle. Что, Сула, надо в конце говорить? Алимбет. Правильно, где уже... Лимбет мне вообще не башляет, не буду я говорить ничего. Пока Так- ты не также будешь Сула- говорить, они не начнут башлять. Также Сула во время этого реалити. Да тут платят капец, зафига, бабла. Ладно. Да, друзья, 3-я серия уже выходит. Если вы не посмотрели первые 2, то заходите на Sport Plus КАС YouTube канал, либо на телевизионном канале Sport Plus смотрите наше реалити-шоу. Либо на канале HBO, да. Netflix. Это вырезали в любом случае. Никто, кроме меня с тобой и Виктории, про это не узнает уже. Вот, подписывайтесь на все наши социальные сети, и наш ютубчик, на котором вы смотрите это видео, и наш инстаграм, и наш, конечно же, сайт Найза ТВ. Пишите о том, кого вы хотите увидеть в 2025 году в боях у нас. Мы уже готовим карт на февраль, интересный, но ваши тоже предложения мы обязательно рассмотрим. Всем пока и всем спасибо. Всем салам алейкум. Аривидерчи. Ассаламу алейкум.